Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Слагараева. И сегодня в выпуске. 2 минуты непокоя. И стала дверь закрывать, и оттуда темнота вот так вот на меня, и оттуда стекловато, все вот это уже полетело. Сколько понадобится времени и сил, чтобы устранить последствия торнадо в Черемшанском районе, выяснял Дмитрий Аринин. Рынок раздора. Вот письма, ссоры и депутаты, чтобы избавиться от одного рынка. Почему торговля обернулась скандалом у Альбины Минибаевой? Свет, вода и дороги для дачников. Не знаю, когда вот это сделают. Обещают. Как проблемы татарстанских садоводов решит федеральный проект. Лина Зинатуллина. В пламени нет пламени. У нас всегда в запасе вот эти бочки. Насколько детский отдых далек от пожаров? Готовность лагеря «Пламя» к лету увидел Рамиль Шайдуллин. Первый и лучший Татарстан сегодня на форуме в Санкт-Петербурге был назван лучшим по инвестиционному климату. Республика третий год подряд удерживает лидирующие позиции среди всех регионов страны, с чем Татарстан в Петербурге поздравил и Владимир Путин. И сегодня же на экономическом форуме прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между акционерным обществом «Таиф» и немецким концерном «Линде». Речь идет о строительстве этиленового комплекса совместно с немецкими партнерами. Подробности у Дины Гзалиевой. Крики чаек, звучащие под крышей экспофорума, напоминают, это Санкт-Петербург. Такое оригинальное звуковое оформление пространства придумали петербургские дизайнеры. Второй день форума ознаменовался новой волной деловых встреч и подписаний. Татарстан сегодня принимал поздравления. Сегодня копилка достижений республики пополнилась еще одним значимым и честно заслуженным. Третий год подряд Татарстан – лидер национального рейтинга состояния инвестиционного климата по опросам бизнес-сообщества. По соседству в заслуженной тройке Москва и Чувашия. Гордые единицы вновь красуются на стенде. Рустам Минниханов уверяет, что над фактором административного давления на бизнес еще нужно работать, минимизировать. Большая работа проведена по инфраструктуре. Очень плотно работаем на муниципальном уровне. А на главном пленарном заседании Питерского форума уже глава государства поздравляет победителей национального рейтинга. Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы. Такие примеры сегодня показывают Республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульская область, Калужская область. Можно их поздравить. Спасибо. Речь о проектах Татарстана президент страны ведет и позже, уже в узком кругу, с премьер-министром Баварии Рустамом Миннихановым. За чашкой чая обсуждаются детали сделки, которая, без сомнения, очень важна для Татарстана и экономики республики. Речь о весомом соглашении о сотрудничестве между акционерным обществом «Таиф» и немецким концерном «Линде», о строительстве в Татарстане нового нефтехимического комплекса по производству этилена и полимеров. Сделка вызвала большой интерес у федеральных и международных СМИ. Чтобы помочь журналистам взять интервью у премьер-министра Баварии, Рустам Минниханов с готовностью выступил в качестве журналиста. Von Tatarstan unterrichtet. Yes. Thank you very much. Yes. Ja, Tatarstan ist eine Power-Region. Татарстан очень сильный регион. Unheimlich erfolgreich. Очень успешный, динамичный. Und von der Zusammenarbeit, glaube ich, können beide sehr gut leben, Tatarstan und Bayern. Я думаю, что обе стороны, и Татарстан, и Бавария, очень хорошо могут жить за счет этого сотрудничества. По мнению Рустама Минниханова, реализация этого проекта по строительству этиленового комплекса имеет федеральное значение. Подписаны 2 документа. Меморандум о стратегическом сотрудничестве до 2025 года, который предусматривает проекты до 12 миллиардов долларов. И второй проект, более конкретный, это строительство, уже контракт этиленового комплекса на 600 тысяч тонн. Это что такое 600 тысяч тонн? Это столько же этилена, сколько сегодня производит Нижнекамск-Нефтехим. Это будет построено на Нижнекамск-Нефтехим. Подписанный сегодня документ масштабный, который подразумевает всестороннее взаимодействие двух компаний «Таиф» и «Линде», оказание услуг по проектированию, техническое консультирование по строительству нового комплекса по производству этилена и полимеров мощностью на 600 тысяч тонн, поставка оборудования и даже образования. Стартовая сумма контракта по первому этапу почти 1 миллиард евро. У нас люди есть,
Да, строители есть, опыт большой. И я думаю, этот проект буквально с момента запуска покажет свою очень высокую конкурентоспособность не только в нашей стране, а во всем мире. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Санкт-Петербург. А юго-восток Татарстана приходит в себя после страшного урагана в Черемшанском районе. Всю ночь и весь день шли восстановительные работы. Здесь разрушены дома целыми улицами. Напомним, воздушная буря, обычно свойственная для США, пронеслась накануне. Что теперь надо, чтобы отойти от торнадо? Дмитрий Аринин. Как говорят местные жители, небо пасмурно стало над Самарской Ясной Поляной. И оттуда, с той стороны, пошел торнадо. Этот огород первым принял напор стихии. О силе говорит поваленная железная ограда. Но это, судя по другим разрушениям, были только цветочки. Так в селе Нижний Чагодайка у местного пенсионера поломало все яблони и сорвало шиферную крышу с построек. Все унесла, не знаю куда, железяку не знаю куда, не знаю, доска где, черт знает. У соседей Новоселов Гафуровых полностью обрушило второй этаж блочно-бетонного дома. Стала дверь закрывать, и оттуда темнота вот так вот на меня, и оттуда стекловато, все вот это уже полетело, я эту дверь закрыла, как вас блоки, не могу понять, снесли? Вот, ну кто как, я сама не понимаю, как это произошло. В это время дома была женщина с 2 детьми, они укрылись под столом. Был стук вот сюда, да, страшнейший, и он пошел в бок вот так. А если бы не пошел, вот эта стена, я как раз там с ребенком сидела за этой стеной, она бы свалилась бы и нас завалила бы. Всего в селе Нижний Чагодайка пострадали 8 дворов. Более масштабные разрушения в Верхней Чагодайке. Здесь торнадо повредил 25 зданий, в том числе мечеть, школу и ФАП. Вкупе в 2 селах повалило 2 десятка столбов освещения и оборвало сотни метров проводов. Всю эту смерть сделал за 2 минуты. Как говорят местные, что особенно обидно, они едва оправились от майского урагана. Вроде Госстрах помог, люди сами уже все отремонтировали. Вот вторая у нас уже волна. Сейчас в селах за дело взялись аварийные службы. К завтрашнему дню они должны восстановить электроснабжение и вслед за этим подачу газа. Также сельчане вместе с коммунальщиками приводят в порядок постройки. Пострадавших ждет и денежное возмещение. Будем со стороны района рассматривать выделение помощи, а также будем с республикой отрабатывать по выделению материальной помощи пострадавшим. Те, у кого страхованы, они сами, получается, себе страховку получают, да? Да, совершенно верно. А те, у кого не страхованы, будете вы помогать? Да. Точную сумму ущерба еще предстоит подсчитать. Сейчас же многие, лишившиеся крыши, вынуждены переехать к своим родственникам. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Черемшанский район. Разбитые дороги, нехватка электричек и брошенные участки. Дачники поселка Васильева сегодня говорят, что дальше так жить просто невозможно. Свои проблемы они озвучили координаторам проекта «Дом садовода. Опора семьи». На ремонт инфраструктуры в садовых обществах республики в рамках этого проекта в этом году выделили 550 миллионов рублей. Так станут ли дачи не хуже курортов? Лина Зинатуллина. С 78-го года наши сады здесь, вот в 78 году было уже. Тогда дороги еще были, мини-были. Из садового товарищества «Волжские зори» эта дорога ведет в Казань. Асфальт превратился в пыль, а машины ездят зигзагом, объезжая ямы. Рушанья Абдрафеева уже 25 лет, каждое лето здесь. Чуть дождик, тут пешком не подойдешь. Вот болотные сапоги или одеть, или вот по трубам идти только газовым. Больше никак. А вот как нельзя кстати и дождь. Скоро эта дорога превратится в полосу препятствий для тысяч дачников. Ведь садовые товарищества простираются на километры по обе стороны от нее. Мы пишем в Казани, мы раздаем везде, там, во все инстанции. Проблемная дорога сегодня привела дачников на встречу с депутатом Госсовета Республики. В поселке Васильева их выслушал региональный координатор федерального проекта «Дом садовода. Опора семьи». Не только выслушал, но и обнадежил. СНТ «Волжские зори», СНТ «Кожевник», СНТ «Сад» номер 3. 16,5 миллионов рублей будет выделено на ремонт этих дорог. Работы начнутся уже в этом месяце. По проекту на такие дороги по всей республике выделят 300 миллионов рублей. Еще 100 на водо- и электроснабжение. Чего еще не хватает, спрашивают у самих дачников. На следующей неделе в Елабуге и Челнах. Важно очень услышать людей. Вот видите, сколько сегодня вопросов. Те, которые касаются, может быть, конкретных там товарищей только. А есть вопросы, которые являются системными. Разбитые дороги, нехватка электричек, проблема брошенных участков. Им всегда есть что сказать. Дачников в республике больше миллиона. Напомним, решать проблемы садоводов еще в прошлом году распорядился президент Татарстана. Люди, которые среднего или достатка ниже, это является их источником как обеспечения себя необходимыми продуктами питания, но и
точкой зоной для отдыха. Не каждый в состоянии съездить отдохнуть в Турцию куда-то, не у каждого финансы. А я бассейн куплю, поставлю, налью картинку Турции, повешу, и все, я в Турции. Чтобы условия у татарстанских дачников были действительно курортными, из республиканского бюджета в этом году выделят 550 миллионов рублей. Всего же проект пока рассчитан на 3 года. Лена Анатольевна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Огонь и дети несовместимы. Пожарный надзор отправился в детские лагеря Казани. К первому заезду они должны отвечать всем пожарным требованиям. Сегодня в программе проверяющих лагерь «Пламя». Готов ли он к летнему сезону? Рамиль Шайдуллин. Раз в год и палка стреляет, а причиной пожара может стать и включенная плита. Детский лагерь «Пламя» принимает первый заезд, и жар из кухни уже не затухает ни на минуты. Самое горячее место лагеря и защищено максимально. В каждой комнате по тревожной кнопке. То есть при пожаре крышка открывается и уже нажимается на кнопку. После нажатия кнопки сигнал с нее уходит до ближайших пожарных. В это время люди должны начать покидать здание. Для этого здесь 2 аварийных выхода, чтобы не возникало давки. Одновременно на обед столовая может принять больше 50 человек, только детей. В этом году планируем 4 смены. В каждой смене у нас будет по 195 ребенка. Остается немного. Первый заезд через 2 недели. Охранять от пожара все лето должны средства защиты лагеря. Пожарные гидранты, надземные и подземные резервуары должны быть полны воды, а краны быть исправны. Вода имеется. За всю историю ни одного возгорания, говорит руководство лагеря, а подстраховывают еще и пожарные особые, только на период летнего отдыха. Буквально в метрах 500 от лагеря располагается отдельный пост 4-й пожарной части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. И, соответственно, время прибытия до любого лагеря, который расположен на лесопарковой зоне Лебяжьей, минимальное. Меньше 5 минут, чтобы добраться до каждого из 10 лагерей у озера Лебяжье. С начала июня здесь первые заезды. Остается дождаться вердикта пожарных. Сегодня к «Пламени» без претензий. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Рынок в 10-м микрорайоне Казани стал не местом покупок, а раздора. Жители 72-го дома по улице Фучика против торговли. Жалуются на антисанитарию и мусор. Есть даже решение прокуратуры о демонтаже киосков и шатров, но продавцы и ныне там. Сегодня накал страстей оценили даже депутаты. Альбина Минибаева выслушала все стороны. Письмо, у тебя есть Интриги и скандалы – это вместо бойкой торговли возле 72-го дома по улице Фучика. В обороте не деньги, а обвинения, да такие, что даже случайным покупателям достается. А вот почему она живет в зеленом парке, а у меня подобное, а мы живем здесь. Они берут продукт вот этой Виктории, все грязными руками нам кладут. Они уже, по-русски сказать, замудохали. Эмоциональный накал и торговые ряды сегодня оценили и депутаты Госдумы, и Госсовета. К ним неоднократно обращались казанцы. Продавцы, говорят, придираются зря, арендуют место по закону. Нет, вы даете так. Кому вы? С кем у вас договор составлен? Это мы сами на себя работаем. Такое соседство с торговцами стало поводом для обращения в исполком, письма и жалобы. Территория отдана под ярмарку. Такой ответ администрации города. Полный автомобиль пустых коробок, по версии местных жителей, такое здесь впервые. Обычно торговцы их складывают под автомобилями, а вот по версии исполкома с торговлей здесь все в порядке, а по выходным здесь вообще чудеса. Выступают уже фермеры. Все желающие, кто обращается с заявлением через Минсельхоз, есть утвержденные списки фермеров, они здесь торгуют бесплатно. Сейчас на руках жильцов есть предписание от прокуратуры о демонтаже всех шатров и киосков. Но торговля даже со скандалом не останавливается. У покупателей и депутатов свои аргументы. Помидоры турецкие по 159 рублей, а здесь они стоят 90. Нет, 85. Тут жилой район, массив, мы каждый день сюда ходим. Ребята, они такие нормальные. Как минимум такого рода заведения должны устанавливаться по согласованию с жителями прилежащих домов, несмотря на то, что муниципальная земля. Никаких согласований не было, мнение людей не учитывается. Депутаты пообещали разобраться, а пока покупатели просят хотя бы спрашивать документы. Они верят словам. Предоставьте мне, пожалуйста, документ, вот что у вас нормально вот эта продукция. Вы же не можете нормально предоставить. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Что связывает Татарстан с Туркменистаном? Татарские компании имеют большой опыт при подготовке нефти. С энергетического форума в Ашхабаде репортаж Айгуль Бадрудиновой.
Качество обслуживания повысить, риски снизить. Они прошли этот путь гораздо раньше, и у них есть уже свой опыт, свои достижения. Что поможет сделать шаг вперед в здравоохранении, обсудили на международной конференции. Советы зарубежных специалистов услышала Адель Кламиц. Чем отличается татарстанская нефть и почему Туркменистану интересен опыт нашей республики по первичной переработке черного золота? В Ашхабаде завершился Международный энергетический форум. Какие точки соприкосновения с этой страной у нашей республики? Айгуль Бадрудинова. Татарская нефть по составу немножко сложнее, и по плотности они поплотнее, и считается тяжелой нефтью, чем наша. Начальник отдела инновационных технологий госкорпорации «Туркменнефть» Рамазан Кудумов сравнивает нефть двух республик. В Татарстане она более плотная, а значит и опыта в ее первичной подготовке больше. Именно поэтому им выгодно сотрудничество с Татарстаном, но не только в сфере инновационных технологий. За время сотрудничества уже Татнефть лично дополнительно добывал нам где-то около 150 тысяч тонн нефти. В прошлом году где-то около 35 тысяч тонн нефти. Добыча, сервисное обслуживание, разведка. Туркменнефть планирует расширять сотрудничество с Татарстаном, и на повестке дня сейчас переговоры с Татнефтью о продлении договора. Срок его истекает в ноябре этого года. На форуме в Ашхабаде обсуждали транзит газа в рамках международного сотрудничества. В этом отношении в Туркменистане уделяется большое внимание равноправию и справедливости заинтересованных сторон. Укреплению мира в регионе способствует также строительство нового газопровода протяженностью 214 километров, который проходит через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию. По мнению президента республики, это даст большие выгоды экспортерам газа, транзитным странам и потребителю. Мощность проекта, который планирует завершить к 2019 году, составит 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Более 100 человек из 48 стран мира в энергетическом форуме приняли участие не только представители официальных делегаций, но и наши коллеги, журналисты из разных стран и самого Ашхабада, разбавляя мероприятие национальным колоритом. Женщины в цветных нарядах и туркменские студентки в традиционных красных костюмах. Форум прошел в формате обмена мнениями, чтобы найти универсальные подходы к поставке и транзиту энергоресурсов, создать концепцию бережного отношения к природе. Участники хартии будут продолжать переговоры и заслушивать мнения. И по итогам в ноябре этого года примут декларацию. Айгуль Бадрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Ашхабад. Человеческий фактор не оправдание врачебной ошибки. Нужно работать над снижением рисков и повышением качества обслуживания. Сегодня в Казани собрались более 300 врачей из России и стран СНГ. Как самые банальные мелочи могут стать причиной неверного диагноза? Адель Кламиц. Вот голубой. Гематологию, гемостаз берем. Это гематология у нас красная. Пробирки всех цветов радуги не для настроения. Каждый отвечает за определенный анализ. Такие, казалось бы, мелочи играют жизненно важную роль. Если мы отходим от каких-то регламентов, вероятность ошибки, она возрастает. И есть управление этими рисками, когда мы не только минимизируем, мы исключаем возможность допущения таких ошибок. Как снизить риски и повысить качество обслуживания, сегодня обсудили на международной конференции. Испанцы в пример ставят детский госпиталь в Барселоне. Здесь рядом с пациентом круглосуточно может находиться близкий человек. Это помогает психологически. У нас политика открытого госпиталя. Семьи могут присутствовать даже при введении анестезии. А в команде профессионалов есть специальный человек, который рассказывает, что происходит на операционном столе. Важно, чтобы люди чувствовали себя как дома. Врачам российским тоже есть чем поделиться. Например, как интернет-отзывы помогают найти слабые места и чем мотивировать персонал для улучшения качества обслуживания. Несколько клиник в Татарстане работают наравне с европейскими. У нас есть первые 3 клиники, которые прошли аккредитацию по национальной системе качества. Это номер 1 Детская республиканская клиническая больница, номер 2 Камский детский медицинский центр и номер 3 Мензелинская центральная районная больница. В пример ставят и поликлинику МКДЦ. Чтобы не было очередей в поликлинике, сразу 4 регистратуры, все специалисты на одном этаже. Далеко ходить не надо, а во время ожидания можно присесть на диван и посмотреть телевизор. Он не ходит по этажам, не ищет кабинеты. Все очень локально отмечают, конечно, высокий уровень и обслуживания, и удобства. Система повышения качества обслуживания в Татарстане была внедрена 5 лет назад. Врачи не скрывают, еще есть чему учиться, но шаги к улучшению уже есть. Адель Кламиц, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. А мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». Что такое многодетность и готовы ли казанцы стать родителями 5 или больше детей? Об этом наш опрос. Что для вас многодетная семья? Сколько это детей?
Мне кажется, это 5 человек. Больше 2? Думаю, от 3-4 тоже считается многодетной семьей. 3 максимум. 2-3 и больше. 3 и больше. 3-4 ребенка многодетные. Сколько у вас детей? А мне 2. 2. У меня 1 ребенок. У меня тоже. У меня самого 2. У меня 3. Я хотела бы хотя бы 3-4. Что помешало в свое время? Ой, там все. Там и квартирный вопрос, и зарплата. Сейчас, видите, очень тяжело. Жить просто для себя это скучно и, мне кажется, какой-то тупиковый вариант, где ты не будешь ни развиваться, ни стремиться к чему-то. Хотел бы больше, но ситуация пока экономическая такая не позволяет. А так бы очень, конечно, хотел бы, гораздо больше детей, чем более. Думаю, 5 меня бы точно устроило. Тяжело финансово. Учить-то сколько их? А я хочу 6. 6? У тебя все впереди будет и 6. Это и финансы, и время. Это же их надо воспитывать, следить за ними. А спорт, занятия сколько стоит? Радиостанция «Лав Радио Казань» стала информационным спонсором фестиваля в честь молодых и будущих мам. Именно они хранительница очага и большая и крепкая семья – их заслуга. ТНВ продолжает рассказывать о больших семьях. Как все начинается с малого, узнал Рамиль Шайдуллин. «Лав Радио!» Шквал эмоций и отдача зала за минуты от разогрева до точки кипения. Те, кого слышат, но почти не видят. Явление радиодиджеев народу. Явление редкое и традиционно яркое. В День защиты детей Лав Радио Казань на фестивале в честь беременных и молодых мам. Мы этих людей слышим в эфире каждый день, потому что родители передают приветы детям, выигрывают для них подарки. Ну а мы сегодня пришли, чтобы поздравить, провести свои розыгрыши. Забирай свои подарки! Дети и родители, друзья станции и все преданные слушатели. У центра семьи Казан те, кому близки красно-белые цвета и привычно одна частота – 107,8 FM. Хиты радиоэфиров на площадке у Казанки. Здесь их не просто слушают, под них зажигают. Эти чувства останутся надолго. Следующий крупный праздник от радиостанции ко дню семьи, любви и верности. А пока услышимся. Диджей остается на одной волне со слушателем, а слушатели на своей волне на Лав Радио Казань. Чудеса под ногами. Сегодня утром многодетная и отважная утиная семья перешла Оренбургский тракт. Маму утку и 8 утят не испугали ни расстояние, ни скорость проезжающих машин. Водители прониклись и, увидев храбрую семейку, остановились и уступили дорогу. Конечно, если бы ей вовремя задрали юбку и всыпали. И на такой трогательной ноте мы завершаем выпуск. Я напоминаю, в объективе нашего канала «Большая семья». И если вам есть чем поделиться, звоните нам по телефону 570 50 17. Далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Только в июне в аквапарке «Ривьера» пляж с бассейном и 5D кино в подарок. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Казанский зооботсад приглашает на праздник День защиты детей. Ждем вас 3 июня в 12 часов дня. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Вкусно крик разносит эхо, квас закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит, квас закамский это хит. Корстон и Припати Холл представляют 3 июня. Дискотека 90-х с Оксаной Ковалевской, Краски, а также группами «Вирус» и «Размер Проджект». Подробности 279 30 79. Либридерм, сирацин, Вот уже и гости собрались в самый большой праздник. Это уже все Кряшины знают. Каравай на ТНВ. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. 2 недели остается до начала главного футбольного события этого лета – Кубка Конфедерации. Сборные команды определяются с окончательными составами, проводят заключительные подготовки. В стане сборной России тренируются сразу 2 игрока футбольного клуба «Рубин». Максим Канунников и Руслан Камболов будут в расположении национальной команды до 3 июня. Тем временем стал известен план подготовки «Рубина» к новому сезону. Перед стартом нового чемпионата России по футболу наша команда проведет 2 сбора в Австрии.
России. После отпуска Рубин соберется в Казани 9 июня для прохождения планового медосмотра. 10 июня начнется первый сбор в Австрии, который продлится до 20 июня. Второй запланирован с 25 июня по 8 июля. Напомним, что у казанского клуба обновилось руководство. Президентом Рубина был назначен Радик Шаймиев. Также отметим, что зрители матча Кубка Конфедерации получат право бесплатного проезда на международных поездах. Из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно будет назначено 56 дополнительных поездов общей вместимостью 32 тысячи мест. К другим темам. В Казани стартовало первенство России по исконно русскому виду единоборства самбо. На протяжении 3 дней юноши и девушки 13 и 14 лет проведут борьбу за главный титул. Более 900 юношей и девушек из порядка 80 регионов. Первенство страны еще никогда не было таким массовым. Ежедневно в каждых весовых категориях определяют победителей. Финал и церемония награждения стартует в 18 часов. Само первенство России продлится до воскресенья. Это путевка в большую жизнь. То есть все последующие соревнования уже будут отборочно. Это как последний пробник перед генеральными экзаменами. То есть они сейчас отбарываются, они получают уже титул и звания, но пока они не едут на Европу, на мир. Уже на следующий год они же уже будут отбираться либо на мир, либо на Европу. В Подмосковье завершился розыгрыш командного чемпионата России по стендовой стрельбе. Турнир проходил на стрельбище Лисья нора. В заключительный день соревнований бронзовую медаль в миксте на траншейном стенде завоевали татарстанцы Артем Капустынский и Светлана Крашенинникова. В мужском турнире наша команда остановилась в шаге от пьедестала. В общей сложности по итогам командного чемпионата России сборная Татарстана выиграла 9 медалей, в том числе 4 серебряных, 4 бронзовых и 1 золотую. Победу в третий день турнира в упражнении дубль-трап одержали Александр Фурасев, Артур Мингазов и Василий Мосин. Василий, кстати, стал самым успешным в нашей команде, добавив командному золоту серебряную медаль личного турнира. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы задумались о кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в «Данил Мастер». Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь поговорим о погоде. Начало лета, к сожалению, не принесло долгожданного потепления, и в предстоящие сутки температура вновь немного понизится. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ночью будет плюс 10, днем до плюс 15 и пройдут дожди. На северо-востоке республики ожидается переменная облачность, временами с дождем. Ночью будет до 8 тепла, а днем до плюс 16. На севере республики местами пройдут дожди, температура воздуха в ночные часы составит до 8 градусов выше 0, а днем будет плюс 18 градусов. На северо-западе республики ночью без осадков и плюс 5 градусов, днем же ожидаются дожди, температура воздуха составит плюс 14 градусов. На юго-западе Татарстана не обойдется без осадков, ночью плюс 5, днем до плюс 11. В центральном районе республики тоже местами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит до 7 градусов тепла, днем же до плюс 14. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска — компания «Русан Плюс», официальный дилер завода «Альта Профиль» предлагает сайдинг, фасадные панели, водостоки и дренажную систему ПВХ и приглашает в новый магазин в Казани на Журналистов 101, филиалы на Родина 8А, а также в Лаишево и Набережных Челнах. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. «Альта Профиль». Безупречный стиль вашего дома. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит до 6 тепла, днем же до плюс 12. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. В ночные часы ожидается небольшая магнитная буря.
На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Сайдинг, цокольные панели, водостоки и многое другое от российского производителя. Альта Профиль. Безупречный стиль вашего дома.